Салем достар халай саздар, кюнелькюлеренс халай. Приветствую вас, друзья! С вами Юля from Казахстан. И мы продолжаем учиться читать по-казахски. Итак, нам нужно заполнить квитанцию. И в квитанции написано «Ақша жіберушінің адресы, және телефоны». «Ақша жіберушінің адресы, және телефоны». «Ақша жіберушінің адресы, және телефоны». Давайте же скорее научимся это читать. А переводится это следующим образом. Телефон и адрес отправителя денег. Вот и все. Погнали. Разбираемся. Первое слово. Слово акша. 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 Как прочитать букву К? Очень и очень просто. Для начала вспомнить, что в казахском языке их аж 2 штуки буквы К. Та самая, которая используется в русском языке, ну и казахская буква К, та, которая с хвостиком снизу. Пробуем просто откашляться через букву К обыкновенную. К, К, К. Вот и все. Акша. Соединили 2 слога, получилось слово. Второе слово, слово жіберушінің. Как его научиться читать? Тоже очень и очень просто. Сначала разделив по слогам. И что мы видим в первом слоге? В первом слоге мы видим палочку с точкой. Как же ее научиться читать? Это нечто среднее между буквами и И. Сначала пробуем прочитать через букву И. Жіберушінің не то. Пробуем прочитать через И. Жіберушінің тоже не то. И вот теперь нащупываем жіберушінің. 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 Я думаю, у вас все получится. Дальше читаем по слогам. Жіберу. 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 Ш. Ш. Опять же пробуем. Ш. Ши. Ш. Ш. Нечто среднее. Жіберуша. Жіберуша. И в конце окончание н. Жіберушінің. Жіберушінің. Мы с вами видим Н с хвостиком. И помним о том, что в казахском языке есть 2 буквы Н. Та, которая в русском языке используется, и Н с хвостиком снизу. Как ее научиться читать? Ну, либо вспомнить английский язык в слове English. В сочетании буквы Н и буквы G получается именно казахская буква Н. English. Есть еще один вариант. Произнесите обычную букву Н. Заметьте, что у вас язык упирается в верхние зубы. Н. Н. А затем пробуйте кончиком языка дотянуться до верхнего неба. И не дотягиваясь до него, произносить снова букву Н обыкновенную. Жіберушінің. 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 Получилось? Думаю, с легкостью. Погнали дальше. Слово адреса. 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 Мы видим, что слово заимствовано из русского языка, поэтому произносится оно так же, как и в русском. Я имею в виду ударение. Ударение будет как в русском стоять, да? Но в конце мы видим палочку с точкой. Намек на ее звучание должен быть. Как она произносится, я уже объяснила. Очень коротко, при этом нечто среднее между буквами и И. Адреса. Адреса. Да, кстати, я знаю, как переводится адрес. Я знаю, что это будет Микинжай. Но в квитанции порой написано именно так. Почему там не все переведено, я не знаю. Но в жизни всякое бывает. Мы можем прочитать книги, которые были написаны, наверное, еще при царе Горохе. Там не все слова переведены по-современному как-то, да? Дело в том, что нам нужно с вами просто научиться читать. А уже переводы современные вы научитесь читать постепенно. Погнали дальше. Слово «және». Как прочитать букву Вариант первый. Слово «няня». Русское слово «няня». Убираем букву Н, и буква Я звучит как жя, не. Либо просто читаем как Я.
после согласной. Жа. Не. Вот и все. Ее нужно грамотно уметь читать, когда она стоит где? Правильно, в начале слова. Например, имя Эмре. Эмре. Вот и все. Погнали дальше. Жане. Дальше мы видим слово телефоны. Телефоны. Слово телефон, ударение у нас остается так же, как и в русском языке, но мы видим, что у нас там стоит буква У. Кстати, буква У, в отличие от русского языка, читается очень и очень коротко. В русском языке, если бы мы читали по-русски, это было бы телефон, а в казахском языке телефона. О. Очень коротко читается буква У. Ну а теперь что мы с вами делаем? Правильно, мы с вами все соединяем. И у нас получается следующее. Ақша жіберушінің адресы және телефоны. Ақша жіберушінің адресы және телефоны. Ақша жіберушінің адресы және телефоны. Вот такое вот словосочетание, состоящее из многих слов, сегодня мы с вами научились читать. Ну а мы с вами увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.